В природе существуют объекты с удивительными свойствами, такие как черные дыры. Вряд ли бы человек смог бы придумать сам такие удивительные объекты, которые обладают такими свойствами, которые нам вообще в жизни никогда не встречались и так далее. Понятие черной дыры появилось где-то в 60-е годы. Черные дыры обнаружены с очень большой вероятностью. В частности, в центре нашей галактики черная дыра с массой порядка 3,5 миллионов масс Солнца. Ну а теперь конкретно по поводу вот этого вот фильма. Вначале говорится о кротовой норе вблизи Сатурна. Значит, здесь кротовая нора – это, по сути дела, тоже черная дыра, которая в силу каких-то причин, позволяет, попав под горизонт, выйти в другую Вселенную, не встретив сингулярности. Значит, чтобы можно было пройти через горизонт и быть неуничтоженным приливными силами, масса черной этой дыры или кротовой норы должна быть колоссальная. Естественно, что такой объект в пределах Солнечной системы в принципе существовать не мог бы, потому что самый большой массивный объект, который определяет движение практически, в основном определяет движение практически всех планет в Солнечной системе, это Солнце. Если бы существовал объект, который имеет массу миллионов масс Солнца, то, естественно, этот бы объект, его бы гравитационное поле определяло бы поведение всей Солнечной системы, и не заметить этого было бы просто даже на бытовом уровне в принципе невозможно. Многие вещи упоминаются, которые соответствуют действительным объектам, которые называются черные дыры. Это то, что у них есть горизонт, из-под которого никакая информация не может выйти, что в этом фильме, кстати, нарушается. Авторы фильма, конечно, понимали, что из-под горизонта черной дыры никакой информации передать нельзя. Но чтобы все-таки фильм получился, они придумали такую вот, скорее всего, из области уже более сказочной, пятимерный куб, в котором главный герой, ему удавалось передавать сообщения своей дочери в прошлое, и естественно, что это, по крайней мере, в рамках современной физики, вот эти вот пятимерные кубы и пятимерные такие путешествия, они, их описать нельзя. Как это обычно делается, действительность была принесена в жертву художественным эффектам. Космонавты почему-то видят горизонт, как они его видят, с точки зрения человека, падающего в черную дыру, горизонта, он просто кусок пространства. Речь же наверняка шла о каком-то свободном падении в эту черную дыру. Откуда там эти вибрации, эти звуки, эти вспышки? Есть планета, которая вращается вокруг черной дыры. Возникает вопрос, откуда свет на этой планете? Или там еще есть какая-то звезда. Цифры, которые там приводятся, они не согласуются с реальной физикой. В частности, чтобы время на поверхности этой планеты было, шло настолько медленно по сравнению с бесконечно удаленным наблюдателем, там, по-моему, приводились такие цифры, что час, проведенный на этой планете, эквивалентен 7 годам для земного наблюдателя, в данном случае просто далекого наблюдателя. Естественно, чтобы такое было в принципе возможно, надо, чтобы эта планета находилась очень-очень близко от горизонта черной дыры. Планета размеров Земли не могла бы просто существовать, ее бы разорвало приливными силами.
там есть такой вот момент, когда мы видим, что по этой планете идут какие-то колоссальные волны, которые там все разрушают и так далее. Значит, скорее всего, авторы задумывали в виде этой волны показать, что это приливная волна, которая создается полем черной дыры. Но тогда, наверное, все-таки глубина этого океана должна была быть существенно больше. Когда люди ходят там по колено в воде, и по дну этого непонятно, море, океан, это уже не важно, то такую высокую приливную волну вряд ли можно было бы создать. В фильме «Космонавт», который пролетел горизонт, значит, под горизонтом здесь правильно отмечается, что пространство и время как бы меняются местами, то есть временную координату уже можно менять, в отличие от нашего мира, в котором мы неминуемо от рождения к смерти движемся. Под горизонтом наблюдатель неминуемо попадает в сингулярность. При этом приливные силы вблизи сингулярности настолько большие, что не только какие-то макроскопические объекты не могут существовать атомы, не могут существовать элементарные частицы и так далее. Время падения в такой черной дыре, оно будет от горизонта до сингулярности, оно будет примерно 10 в минус 6 секунды умножить на массу черной дыры, разделить на массу Солнца. Значит, если даже черная дыра имеет массу порядка 10 миллионов масс Солнца, то этому наблюдателю останется жить не более 10 секунд. При этом, что очень любопытно, что это время максимальное, оно соответствует свободному падению. Если включать двигатели и пытаться выбраться из черной дыры, то вы время падения на сингулярность только уменьшите. Это опять-таки достаточно необычное явление, что дольше всего длится падение свободное. Все попытки препятствовать этому падению, они приводят к ускорению падения. Но если еще раз попытаться в целом оценить фильм, то, естественно, любой фильм, он требует того, чтобы принести в жертву зрелищности, сюжету, приносится в жертву часто научная достоверность. Но в то же время здесь затрагиваются вопросы, которые для большинства людей, они являются незнакомыми. Я имею в виду черные дыры, кротовые норы, дальше горизонты, как время течет под горизонтами, вне горизонта и так далее. И вот это вот то, что такой фильм, скорее всего, все-таки пробудит интерес к науке у школьников, у молодых людей, и не только у молодых людей. И в этом, конечно, его польза. Поэтому я думаю, что было бы неплохо, чтобы такого типа фильмы снимались не только о черных дырах, еще есть много различных областей науки, о которых рядовой, скажем, житель нашей планеты очень мало что знает.